Более 200 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Абхазии за сутки. 5 пациентов умерли. В Гудаутском госпитале за 2 дня скончались 4 человека, 3 женщины и мужчина. И во время нашей съемки скончалась еще одна пациентка. На сегодняшний день в больнице проходят лечение 83 человека, 23 в тяжелом состоянии. В реанимации 10 пациентов. Из-за того, что реанимационное отделение заполнено, 13 тяжело больных лечатся в ковид-отделениях. Что касается медперсонала, то все бригады укомплектованы. И проблем с этим нет. Ощущается лишь нехватка санитарок. Больные ухоженные. Нет такого, чтобы они были недосмотренные или без внимания оставались. И за время уже работы, в общем-то, все уже выучили работу так, что могут выполнять ее в полном объеме. И нет никаких задержек. И не в том плане, что и сестры уже понимают, что надо в данный момент сделать, какая манипуляция является более первостепенной важности, а какая является второстепенной. Поэтому как-то все это налажено уже, более налажено. Картина в реанимационном отделе такая. Не все пациенты могут говорить, потому что у них трубка либо во рту, либо в горле. Больным физически сложно даже открыть глаза. Если им что-то нужно, они показывают жестами. Даур Сангуля уже 3-й день в красной зоне ухаживает за своим отцом. Он видит, как мучаются больные, и порой валятся с ног врачи. Обстановка, конечно, тяжелая. Но врачи делают все, что в их силах. Жалко их. Мне здесь наблюдаю за ними. Тяжело, больно смотреть на них. Да, много чего они самопожертвованием почти занимаются. Смены приходят, уходят, все равно их жалко. Они целыми днями вообще не спят, бегают туда-сюда. В общем, тяжелую ношу носят. Мне просто жалко. А врачи молодцы. Здесь у каждого психика чуть нарушена. Но они справляются, молодцы. Я благодарен им. Молодцы. Если было бы у меня возможность чем-то им отблагодарить, я это сделал бы. Бытует мнение, что врачи привыкают к смерти пациентов, но это не так. К этому невозможно привыкнуть. Каждый раз это случается будто впервые. Как ветераны не любят говорить о войне, так и мы об этом, признаются врачи. Сложно чисто физически, морально с этими больными работать. Тяжело в том плане, что больные задыхаются, подключаешь к аппарату искусственной вентиляции, но этого может быть недостаточно, потому что вирус очень злой, заболевание очень у всех по-разному протекает. Да, смертность тоже высокая, и это связано и с ростом заболеваемости вообще по Абхазии. Хватает медикаментов, как бы все есть, все, что нужно, пока все есть. Вот если будет повально все поступать, то у нас ни мест не хватит, ни рук не хватит, ни аппаратов не хватит. Мы направились в здание, где установлен компьютерный томограф. На сегодняшний день он работает бесперебойно с 10 утра до 5 вечера. Врача-рентгенолога на месте не оказалось, и мы связались с ней по телефону. На КТ проходит исследование до 50 человек. Это в том числе наши стационарные пациенты, это стационарные районных больниц. Но у нас, естественно, есть такие случаи, когда некоторые жители приезжают, стоят в очереди с 8 утра, хотя у нас кабинет открывается с 10, они стоят в очереди, что им надо сделать КТ, думая, что у нас живая очередь, потом у нас приезжают скорые вне очереди, естественно, мы их пропускаем. И у нас вот небольшая такая суета происходит. Поэтому хотим объяснить еще раз нашим жителям, что нам нужно сначала направление врача, чтобы терапевт направил на КТ, обосновывая, зачем, какой день болезни, какие анализы, чтобы не просто так. Опять идет очередная нагрузка, опять идет объем исследований большой, и мы немножко затрудняемся тоже в своевременном предоставлении заключения пациентов. В Гудаутской ЦРБ ситуация не критичная, но сложная. Поток больных не уменьшается. В связи с этим разворачиваются новые ковид-отделения. Так, месяц назад хирургическое отделение главного корпуса было перепрофилировано в инфекционное. На сегодняшний день здесь проходит лечение 30 ковид-больных. Вчера у нас была такая масштабная выписка. Тяжелобольных у нас на сегодняшний день 8 человек. В реанимации они не нуждаются, мы справляемся.
своими силами с больными, которые сейчас находятся в отделении. С учетом того, что отделение было открыто экстренно в начале месяца, были немножечко накладки, да, в плане того, чтобы собрать группу врачей, медсестер и санитарок. Привели все в норму уже на сегодняшний день. И на новый месяц также касаемо нашего отделения хирургии все готово. Свадьбы у нас продолжаются, похороны, хорошие и плохие торжества никто не отменял. Но при этом у нас народ после выходных очень много поступлений на того, чтобы сдать ПЦР-мазки. То есть такой бум, шквал людей, которые с температурой, с жалобами поступают, и это бывает до 90, 80, 50, то есть количество людей, которые сдают ПЦР. И половина из них, естественно, положительные. Сейчас замечается такая тенденция, что как бы и молодые, и дети школьного возраста, и также бывает, может быть, редко, но и дошкольного возраста тоже. В стационар попадают и после вакцинации. Однако у этих пациентов болезнь протекает легче, говорят врачи. Это видно. Как бы есть уже опыт, то есть контакт с этими больными, то, как они переносят. Что лично я могу сказать насчет своих больных, из тех, кто был привит, мы как бы справились нормально, без какой-то такой вот экстренных каких-то таких мероприятий, все прошло спокойно. У нас действуют ограничительные меры, но в более мягкой форме, чем в соседних странах. Массовые мероприятия продолжаются, в том числе и в ресторанах. Врачей, к сожалению, никто не слышит. А ведь так можно довести ситуацию с пандемией до коллапса. Давайте услышим врачей. Сария Кварцхеля, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.